Да, можно, да. Значит, у нас все проще, мы уже все закрепили, все поняли на этом семинаре. Мы создали общину и предлагаем ряд мероприятий, которые можно здесь у нас найти на территории Республики Коми. Значит, это первое, сбор чая, соответственно, любых трав, которые потом могут пригодиться либо в меде, либо для самого чая. Коми-выпечка, мастер-класс, именно чтобы люди попробовали руками, как это все делается. Соответственно, уход за домашними животными, то есть все входит сюда. Участие в коми-обрядах, свадьба и прочие коми-мероприятия. Далее, так как это у нас огромная республика, сюда грибы, ягоды, сушка, и можно изготовить, открыть мини-завод по переработке этого сырья. Следующее мероприятие – это изготовление коми-сувениров, потому что они пользуются, у нас открыт стадион великий, в ИГУ, это на самом деле пользуются. Далее, что там идет? Оленина, баранина и рыба, потому что у нас тоже очень огромный коми-край, сюда это можно везти, вялить и также продавать, даже между районами. Мы тут поспорили, что кто-то может предоставлять нам сырье, а мы можем уже готовую продукцию. Завод, это уже когда мы вообще разбогатеем, ставим такими крупными, можно изготовить кирпич. Вот завод по изготовлению кирпича, что там шлакоблок. Дальше срубы, бани, дома, это безусловно, это в любой ситуации. И вот совсем в последние минуты, пока тут выступали докладчики, у меня просто в руках оказалась ручка, на которой написано, все, в принципе, потому что закрыть, спасибо, написано «Красногорская швейная фабрика». У меня муж полгода был там, по-моему, в командировке и привез мне в подарок эту ручку. Я так думаю, что у нас швейная промышленность в республике тоже маловато. Очень много в зимние мероприятия проходят для спортсменов, всякие такие мероприятия, где можно вышивать вот эти коми-орнаменты и продавать здесь. Здорово. Давайте аплодируем. Причем другая концепция. Троечники. Идем дальше. Третья группа. Следующая группа. Вы же хотели,